Здравствуйте! С вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Ко мне и в редакцию обратился родительский комитет школы номер 20 города Якутска с одним вопросом. Будет ли построен капитальный пристрой 20-й школы города Якутска? Школа на 600 мест, а учатся в ней где-то 1200-1300 учеников ежегодно. Соответственно, мест не хватает. И вот, значит, Станислав Иванович, он нам помог, он сделал план. Вот такой план, то есть пристроя школы, да? План пристроя школы, вот видите? И вот план межевания, вот он такой. То есть это уже было утверждено. Дело-то в том, что это все утверждено, и сроки строительства тоже утверждены. Самое интересное, что нам, родителям, ничего не сообщили, мы ничего не знали. Мы узнали вот только в конце мая о том, что собираются строить спортивный зал. Сказали, что спортивный зал построят, но уже пристроя никакого не будет, что не будет школы на Чайковского. Я считаю, что это чистый обман. Значит, нам затыкают рот тем, что нам построят спортивный зал. Но пристрои, которые нам уже планировали, да, то, что мы запланировали, там был бы и спортивный зал, и актовый зал, и столовая, и мастерские, которых у нас нету вообще сейчас, да. По плану была там начальная школа, и вот со всеми вот этими залами, с мастерской, и была бы полноценная школа. Сам глава республики Николаев Василий Сергеевич, он же тоже утверждал этот план. Вот дело-то в том. А сейчас, получается, потихонечку, пока никто ничего не знает, уже начали строить спортивный зал. И все, спортивный зал вдали от школы. А как будут дети бегать 50-градусный мороз после физкультуры, все разгоряченные, потные в школу? Вот это расстояние достаточно большое. План вообще, вот если вот теперь они нам предлагают вот такой план. Вот смотрите, вот он, спортивный зал. И план межевания. Дело-то в том, что еще общественные слушания по этому поводу будут только 10 июля. То есть план межевания еще не утвержден, а спортивный зал уже строят. Это вообще какая-то партизанщина. Мы требуем, родителей, ну я от имени родителей школы говорю, да, чтобы нам это все разъяснили и прекратили строительство спортивного зала, а продолжили работу по строительству пристроя к школе, который уже утвержден. Мы-то хотим именно строительство полноценного пристроя к нашей школе. С двумя спортивными залами, с начальными классами, с большим актовым залом. И вот этого мы хотим. В мае этого года вышел приказ министра образования Республики Саха-Якутия. Приказ о плане очередности строительства всех пристроев, новых школ, детских садиков. Там есть наш пристрой под номером 26. И под него уже деньги должны выделиться. Там около 700 миллионов рублей. Если сейчас вот это модульный построят, межевание территории изменят, все, можно забыть про наш пристрой. Все, а деньги на другую школу или садик куда-то уйдут. Если мы не добьемся того, чтобы план межевания территории был оставлен как раньше, то уже все, нам как бы дарят вот этот модульный спортивный зал. Остается здесь теплоэнергия, который здесь заезжает в эту теплоэнергию, да, вот, например, каждый божий день грузовики с трубами, со всеми сварочными аппаратами. Вот посюда, прям по территории ездят. Вот такие большие машины ездят. И здесь у нас будет спортивный зал, и здесь будут кататься вот эти все машины. Грозит безопасности, здоровью и безопасности наших детей. То, что она есть здесь. Наше мнение родителей, мы поддерживаем первоначальный проект, это проект пристроя школы, потому что он бы решил очень многие проблемы того же самого спортзала, дополнительных школьных мест, той же начальной школы, которую могли туда перенести. Потом у нас дети наши ходят на труды, вообще непонятно в какую школу. ГТУ сдают в 25-й, выпускники хотят нас принимают, 25-я хочет не принимает, ну это типа наши проблемы. И сейчас хотят в этот проект внести изменения.
То есть получается так, что если сейчас их вносят, мы остаемся без пристроя, но нам ставят какой-то непонятный ангар модульного типа вместо спортзала. Но опять же, у нас территория школы большая, да, и, наверное, надо расставлять приоритеты. Соответственно, мы, родители, считаем, что в первую очередь это пристрой для школы. Ну, а, допустим, если вы хотите нам поставить модульный ангар, да, который решит еще какие-то наши проблемы, может, там дети наши будут секции какие-то спортивные, еще что-то, то можно, конечно, на территории школы все это разместить. Можно перенести детскую площадку, поставить туда этот модуль, детскую площадку в другую сторону. У нас территория позволяет. Но отказываться от первоначального проекта мы все родители против. И если выбирать, то мы выбираем пристрой к школе. Я от себя лично, как от физического лица, заказал этот проект. Этот проект выполнял проектный институт, вот, и, соответственно, со всеми нормами, но с условием того, что этот пристрой должен располагаться вот в таком виде. Соответственно, Минобр вынес приказ о том, что нужно будет этот пристрой строить. Вот. Составили список этих школ и пристроев строительства на будущее, да, очередность, и запланировали это строительство. Так, это утвержденный проект межевания территории 85-го квартала. Здесь нарисованы существующие границы школы, отмечены здесь, и здесь штриховкой предусмотрена прирезка земельного участка, которая будет включена в состав границы земельного участка школы. Здесь предусматривается заселение вот этого дома многоквартирного и выкуп гостиницы. Это проект планировки территории, то есть в проекте планировки территории определено дальнейшее размещение объектов. Здесь, как мы видим, нынешнее здание 20-й школе и к нему пристрой. То есть, если окружная администрация примет изменения в проект межевания территории, то она будет противоречить с утвержденным проектом планировки территории, потому что размещение пристроя требует большего земельного участка. Сейчас вносят изменения в проект межевания территории, это разработка окружной администрации. По утвержденному проекту межевания территории, вот по старому, да, у окружной администрации были обязательства по расселению вот этого дома и по выкупу гостиницы, рядом стоящей с школой. Но тем самым они должны были расширить границы школы, чтобы построить пристрой. При изменении проекта межевания территории окружная администрация уходит от расселения вот этого дома и выкупа гостиницы, и тем самым дальнейшее строительство пристроек 20-й школе невозможно. Я полностью поддерживаю родителей 20-й школы. Я считаю, что эта школа должна иметь дополнительные ресурсы, вот, квадратные метры, да, так сказать, вот, классы, вот, которые бы способствовали полноценному образованию детей. Я поддерживаю полностью стремление родителей и требования родителей. Все-таки это же наше население, это их интересы. Вот. Я считаю, что их нужно удовлетворять. Проект межевания территорий не прошел слушание еще. Подрядчик уже развернул фундамент этого спортивного. Я у него спросил, есть разрешение, есть то, все. Он шарами хлопает, говорит, а зачем? Мне заказчик главстрой. Я говорю, а главстрой здесь каким боком? Территория муниципальная. Вот такая ситуация. На каком основании начал строительство на сегодняшний день подрядчик главстроя, я не могу сказать. Я паспорта объекта строительства, либо паспорта объекта я не видел. Вот. По информационному порталу этот объект не значится. В кадастровом учете в Росреестре то же самое не значится. Проект планировки территории не подразумевает его. Вот. Мы говорим о том, чтобы переносить вот эти объекты с места на место, как шахматные фигуры, да, вот так вот одной рукой.
но это не принято так. В градостроительстве есть свой порядок, процедура. Выносить их нужно через департамент градостроительной политики. Пожалуйста, есть регламент, и его нужно выдерживать. Как это вносилось при строем 20-й школы? Пристрой 20-й школы утвержденный, он утвержден по регламенту. Все. Все пункты вот так поэтапно пройден и утвержден. Изменять его нужно, значит, я считаю, отменить приказ Минобра, исключить из очереди, потом выходить на процедуру вот этого вот публичного или общественного слушания, где будут предлагать зайти, скажем, в 20-ю школу, кто это инициатор этих вещей, да, вот, объявить родителям, сказать, что мы передумали строить 20-ю школу, пристрой 20-й школе, а решили вот вам предложить вот такой вот вариант. Я хочу обратиться к родителям детей 20-й школы, к жителям Сайсарского округа, у которых когда-то пойдут дети в 20-ю школу, чтобы они активно поучаствовали в этих общественных слушаниях, высказали свое мнение, которое высказывали 5 лет тому назад, и ждут до сих пор решения этого вопроса в строительстве пристроек в 20-й школе. Поддержите еще раз свою инициативу. Это ваши интересы, это интересы ваших детей. Это будущее ваших детей, это будущее развитие Сайсарского округа. То есть неучастие на общественных слушаниях является согласием с этим проектом. То есть нужно выразить свой протест, написать в адрес Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры заявление о том, что вы не согласны с этим проектом, и дополнительно еще и принять участие в этих общественных слушаниях, которые назначены на 10 июля. Ведь на территории школы номер 20 можно разместить спокойно этот спортивный новый зал, при этом не затрагивая проект планировки строительства капитального пристроя школы номер 20. Поэтому слушания 10 июля должны доказать, что родительский комитет прав.